Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто вас постоянно вспоминает и кто о вас постоянно думает? Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, кто постоянно вспоминает, кто думает, кто этот человек, о чем думает, как меня вспоминает. Вот все подробности расспросите. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим. Пусть высшие силы будут моими руками. Пусть откроют мне то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы желаем знать. Так. Ну что, интересно, вот вышел какой-то страдалец, сразу хочу сказать. Страдалец вышел. Значит, здесь человек в каком-то тупике, в какой-то сложной ситуации, которую он сам себе создал. У него, значит, перед глазами развилка. И сейчас человек напряженно думает, как поступить, как выйти из этой ситуации, нигде ни в чем не потеряв, а только приумножив. Человек этот может быть мужчина, ваш мужчина, либо, кстати, может быть бывший мужчина, который разочаровался в своем пути, разочаровался в той, кто сейчас рядом с ним, и действительно очень крепко задумался о том, что было, что есть, и как бы ему было лучше, понимаете? Здесь мужчина немножко самовлюбленный, такая эгоистичная немножечко личность, но такой вот он есть, да, таким его создала природа. Он как будто бы, видите, между двух женщин разрывается, либо между двух обстоятельств и ситуаций. Что касается вас, ну, смотрите, с одной из женщин вообще какая-то пустота, боль, острые моменты, какое-то, знаете, напряжение уже просто в воздухе, как, знаете, электричество чувствуется, искры уже летят. А вы у меня получаетесь с правой стороны, у вас наоборот, у вас получается каравай и чайник. То есть, как бы, я могу сказать, что вы для него, ну, самая добрая, самая ласковая, всегда готовы встретить, там, угостить, накормить, там, обстирать, там, не знаю, захолить, залелеять его, да, вот такая идет ситуация. Но, девчоночки, сразу хочу сказать, что тут мужчина своенравный, себелюбивый и своенравный. То есть вот он думает, что мне делать, как мне поступить, оставаться с той, которая его как сидорова козла гоняет, но при этом там какая-то связь идет, понимаете, там чем-то она его, девочки, держит, и держит достаточно крепко. Либо идти к вам, к теплой, доброй, удобной, извините за слово, да, вот так вот оно выходит. Любящий, всегда принимающий, но что-то, возможно, пошло не так. Может быть, вы менее стали его любить, либо менее стали к нему радушно относиться. То есть его это напрягает. Вот он думает, вот сейчас я от одной уйду, пойду к другой, а вдруг меня другая выгонит, да, либо перестанет ко мне хорошо относиться. Ну, такой немножечко потребитель мужчина. Ну, что тут скажешь, да, это правда. Такой вот он. Он бы хотел, конечно, на двух стульях усидеть, чтобы и тут, и там, значит, не пострадать, и здесь как бы по теплу, по нежности добирать. Но, видно, его поставили в такую ситуацию, когда нужно выбирать. Либо он понимает, что время пришло, нужно выбирать. Ему очень сложно. Он постоянно думает, он постоянно сравнивает. Он не женщин сравнивает, он сравнивает условия, уровень жизни, например, да, с вами, либо с той, что я потеряю, что я получу. Ну, такой, знаете, перебирашка. Вот, и постоянные мысли, да, он по 100 раз на день меняет свое мнение. Вот там, днем он уже там пришел к какому-то более-менее удобоваримому, да, варианту. Тут приходит вечер, ночь, у него уже все там какая-то накрыла его тоска, переживание, паника, все там переигралось в голове, он отменил свое решение. Утром встал, опять, за прежнее. Ну и вот бесконечная какая-то кутерьма. Мужчина странный, как собака на сене, девочки. Он и туда, и сюда, и вашим, и нашим.
Он еще, кстати, долго будет вот так мытариться. Что в итоге выйдет, я не знаю. Но вот у девушки, которая, ну, скажем так, вы, да, кто смотрит эту цыпочку, у вас новый поклонник идет. Да, новый поклонник идет. И вот этот новый поклонник, он будет той отправной точкой, либо тем триггером, который, вот знаете, как случайный человек расставит все по местам. Вот идет ваша шахматная партия, да, там какой-то сумасшедший подбор комбинаций, да, и вот случайная фигурка все переменит. Вот такая идет ситуация. Как выйдет, я не вижу. Но вижу, что вот вашему страдальцу очень нелегко. И он, кстати, к вам претензии еще имеет, что вы его, скажем так, недостаточно, может быть, там зазываете к себе, либо там недостаточно к нему расположены, там за ноги его не хватаете, за подол не хватаете и не умоляете быть с ним. Вот, ему бы так хотелось. Но, видно, вы девушка все-таки знающая себе цену, и перед мужчиной так унижаться не будете. Дальше, кто вас поминал? Ну, тут у меня входит женщина с хвостом. Значит, это может быть ваша родственница, может быть подруга. У женщины по вот этому хвосту есть какие-то проблемы. Причем проблем достаточно много, и эти проблемы она создает себе сама. Вот сама, вот есть у нее такая опция, да, попадать в нелепые ситуации, притягивать каких-то, может быть, нехороших людей. Вот. И она как ребенок. Вроде женщина не молодая, но она как ребенок. Глупит, тупит и все вместе взятое. Да? В очередной раз у нее образовался этот проблемный хвост, и куда она идет? Конечно же, к вам, чтобы вы ей помогли, подсказали. Я так понимаю, что вы уже блок выстраиваете, да? Закрываетесь от этой женщины стеной, говорите: ну все, хватит, я хочу тоже жить, и я хочу иметь время для себя, я не могу постоянно за тобой ходить и все твои ошибки исправлять. Но эта женщина, она все равно вот думает, как бы мне так преподнести мою ситуацию, чтобы вы не отказали, чтобы вы ей пошли навстречу, чтобы вы ей в очередной раз помогли. Ну, такая хитренькая, да? Лучше бы она эту свою хитрость и смекалку проявляла, чтобы не вляпаться во все эти истории, которые с ней постоянно происходят. Так, у кого-то, девочки, отыграется, что ваш начальник думает о вас. Видите, такой стоит царь горы и думает. Какие мысли у начальника о вас? Здесь, если мужчина ваш начальник, то здесь желание вас приблизить к себе. Вот у кого-то как правая рука, да, но это больше, если женщина ваш начальник, чтобы вы прям больше, скажем так, работали, чтобы облегчить себе жизнь, что ли, да, может быть, даже уберечься от каких-то, может быть, ошибок. А если начальник мужчина, то тут прям хочется иметь доступ к телу девочки. Ну, говорю, как вижу. То есть будоражите вы этого мужчину не по-детски. Может быть, вы уже давно вместе работаете, но вот его сейчас накрыло, да, обострение какое-то у него пошло. Вот хочу и все. Вот хотя бы пусть рядом будет, да, пусть хотя бы вот запах почувствую, да. Может быть, прикоснуться не могу, но немножечко приближусь. Вот. А если женщина начальница, то тут, конечно, без вариантов. Она хотела бы вас по полной загрузить работой, дополнительной работой, своей, возможно, работой. Ну, тут такое, знаете, шкурная идет, шкурная. Она и хочет, и боится, потому что вы ей как прямая конкурентка, но опять же таки без вас она никуда. Вот такая идет ситуация. Дальше, мои хорошие, здесь у кого-то из девочек день рождения будет. Вот в ближайшие, может быть, несколько дней, недель. И здесь, ну, я не знаю, то ли это дети, то ли это младшие какие-то у вас люди, постоянно вот говорят о вас и думают, что бы вам подарить, чтобы вам такое подарить, чтобы вы обрадовались, либо улыбнулись, чтобы вам хорошо было. Тут разговоры постоянно об этом идут. Но у кого-то, девочки, отыграется, что дети ваши, у кого-то отыграется, что, может быть, вы учитель, преподаватель, педагог, да, ваши там студенты хотят вам что-то подарить, либо, может быть, родственники, которые помладше, чем вы. Так, здесь еще женщина вышла в самом углу, но я так понимаю, что это кто-то прям совсем из близких. Женщина хотела бы вам что-то передать. Передать, вот, не знаю, там, может быть, продукты, может быть, какие-то подарки, может быть, что-то вот для вас, да, чтобы вас там поддержать, подкормить, может быть, даже какие-то сборы, не знаю, что-то вот для вас полезное. Вот она думает, что вам без этого никак.
Это может быть мамочка ваша, да, хотела там вам каких-то вкусняшечек переслать. Вот, все время об этом думает, как это сделать. Возможно, вы не принимаете, либо вы запретили, сказали, что нет, пожалуйста, я не хочу, мне ничего не надо. И вот она думает, господи, ну как, вот как мне это сделать, через кого? Тут у нее вариантики есть, и она об этом думает. Так, еще, мои хорошие, кто о вас думает? Здесь девочки, которые в отношениях, но по какой-то причине между вами сейчас расстояние, вот прям пропасть такая, что вы только лишь как птичек друг другу посылаете, да, то есть это сообщения, это может быть телефонные какие-то разговоры. Пропасть между вами, которую невозможно, да, преодолеть, мост не становится. Значит, там мужчина с той стороны уже просто извелся, там чуть ли не кровавыми слезами плачет. Он в последнее время начал очень сильно ревновать. Может быть, какая-то информация поступила, может быть, там сам себе что-то там надумал, да, но ревность у него там сумасшедшая, он уже прям весь черный от этой ревности стал, и ему абсолютно неспокойно, он себя доводит, он плохо спит по ночам, он плохо стал кушать, вот ревнует просто страшно, девочки. Может быть, даже какие-то претензии к вам предъявлять, и вы понимать не будете, почему он сменил тон, почему он там грубит мне, да, либо почему он стал таким холодным. Это, девочки, ревность, он сходит с ума от ревности. Вот, это для него ненормально, он так раньше себя ни с кем никогда не вел, а вот с вами так себя ведет. А виной тому любовь. Любовь, которая просыпается, вот именно та самая настоящая истинная любовь, которая просыпается в его сердце. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня вышла семья, пара. Ну, вы вместе с этим человеком, но как-то вы отдалились. И мужчина, который вместе с вами, он очень переживает, он ничего не говорит, потому что боится, что вы неправильно поймете, либо что наоборот там высмеете его и скажете: господи, ну какая романтика, нам с тобой уже там по 70 лет, да, какая у нас с тобой может быть романтика. Ну, я шучу, конечно, девочки, но вот может быть вы действительно очень давно вместе. Он чувствует, что он вам обузой становится, да, что вы его не любите, как раньше, а как будто бы терпите. Вот, и ему очень грустно от этого. Он не знает, с кем поговорить, что делать. Девочки, если заметили, что ваш муж поменялся, вот в лице поменялся, да, в отношении, идите тогда сами на прямой разговор, постарайтесь его немножечко растормошить, либо кого-то попросите. Потому что здесь у кого-то отыграется, что у мужчины могут быть проблемы по здоровью на этой почве, а у кого-то отыграется, что мужчина может пойти в бутылку, да, за успокоением. Поэтому здесь нельзя упускать ситуацию. Но он прям очень печалится, потому что ваши отношения вот именно как близких людей, я не про интим только говорю, вот как мужа и жены, там доверительность может быть какая-то, либо ласка между вот партнерами, как будто бы сошли на нет. Как будто бы вы, да, как брат и сестра живете, либо соседи, каждый живет в своем мире, да, в своих интересах. Его это очень беспокоит. Он с вами на разговор не пойдет, уж слишком он вас хорошо знает ваш, ну, такой характер, да, когда вы можете либо в лучшем случае отшутиться, в худшем случае заподозрить его в чем-то. Вот, почему-то такое отношение идет. Мои хорошие, если вы видите, что мужчинка погрустнел, тогда идите на разговоры. И лучше куда-нибудь вместе сходите, поедьте, просто вот вырвитесь, да, из квартиры, где вы находитесь, либо из дома. Вам нужно немножечко свежей энергии, нужно обновить. Если вы не молодая пара, заведите себе домашнее новое животное. Может быть, у вас уже есть, может быть, даже у вас у каждого свое есть. Заведите еще одного. Либо идите вместе, займитесь каким-то делом. Может быть, там на танцы, на спорт, на какой-то, на там, бассейн ходите. Вам нужно не потерять вот эту связь. По крайней мере, мужчинка от этого чахнет. Мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.